При Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы открыт третий поток в духовное училище имени святого Иоанна Златоуста. В этом году 27 человек стали студентами семинарии. На открытии управляющий Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия отметил, АПЦ нуждается в священнослужителях. Я надеюсь, набор сегодняшний, который будет здесь, в этом кафедральном соборе, они будут такими строгими, справедливыми, честными. И после 2 лет вы будете ходить по всей нашей стране, кому-то в дом, кому-то в школу, в организацию. Надо объяснять, это катехизаторская школа. Что такое катехизаторская школа? Это люди, где учатся крещению. Но чтобы научиться самому и чтобы потом других учить, вам необходимо очень серьезно к этому отнестись, с премудростью. Член Церковного совета, секретарь Совбеза Сергей Шамбан напомнил присутствующим о том, как иерей Виссарион Аплия восстанавливал Абхазскую православную церковь в послевоенные годы. Я помню, когда отец Виссарион, первым из абхазских священнослужителей, выстраивал будущее Абхазскую православную церковь. Мы с ним вместе обсуждали, мечтали, когда будет 1 священник, потом 2, 10, откроется 1 храм, 2. Слава Богу, мы видим сегодня, сколько уже храмов работает, сколько священников появилось в Абхазии. Да, есть печальные моменты, недопонимания внутри абхазского православия. И это переживем, я думаю. Все с помощью Божьей встанет на свои места. С открытием духовного училища представителей АПЦ и студентов поздравил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов. В данной ситуации я только вхожу в абхазскую культуру, но я очень рад, что я вхожу в эту культуру, и поэтому мне просто хочется пожелать, чтобы, по крайней мере, в своей учебе и в дальнейшем по работе вы несли как можно больше добра, света. И хочется пожелать вам просто всего самого доброго и успеха в учебе. Отрадно, что желающих поступить в духовное училище оказалось немало, отметил на открытии потока министр просвещения Инал Габлия. В моем лице я хочу вас заверить, что школы Абхазии готовы к тому, чтобы принять священное писание в учебную программу. И есть зарубежный опыт, например, в Республике Беларусь, где мы недавно были, и руководство страны внедряет священное писание в учебную программу общеобразовательных школ. Я надеюсь, что именно знакомство с Библией, со священным писанием, с Евангелием будет начинаться со школьной скамьи. Это, мне кажется, не только просто, дань времени, вернее, требование времени, а это наш долг, как православных людей, как людей, которые живут на священной земле. Руководить духовным училищем будет игумен Игнатий Киут. На протяжении 2 лет студенты духовного училища будут изучать богословские, библейские, церковно-исторические и церковно-практические дисциплины, приобретут навыки совершения богослужения. Нравственное богословие будет читать отец Виссарион. Конечно же, не все могут стать монахами, не все станут священниками, но углубить свои знания духовные, знания священного писания и знания догматические знания получить, изучать каноны, догмы. Это, конечно, очень важно для каждого верующего. Как я знаю по истории, в древности, в старину, верующие люди, даже простые верующие люди, были более подкованы богословски, чем нежели сегодняшние наши прихожане. Поэтому, конечно, возлагаем, как отец Виссарион сказал совершенно верно, возлагаем надежду на вас. И, конечно же, нужно единение, взаимопомощь, поддержка. Я часто говорю, что Бог объединяет людей, опять-таки через людей доброй воли. Но Бог, и сатана, враг человеческого рода, пытается разделить нас всех. И поэтому бывают и козни, и интриги, и недопонимания, и другие обстоятельства, которые мешают нашему единению и нашей церковной жизни. Поэтому призываю всех вас к миру, к любви, к трудолюбию. Труд и молитва необходимо сочетать.
По окончании учебы студенты духовного училища получат дипломы и возможность продолжить духовное образование в соответствующих вузах России. Анастасия Никонова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.